Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто будет предлагать вам отношения? Кто этот человек? Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ну, тут знакомый человек вышел, вы уже его знаете. Здесь мужчина, смотрите, вот улитка, да? Он вроде как уползает, но назад возвращается. Либо так медленно ползет, что кажется, что он на месте стоит. Тут странная, конечно, пара. Мужчина-улитка, а женщина у меня такая вот прекрасная птичка. Смотрите, как вы крылышком машете ему. Типа пока-пока, давай иди отсюда. Я так понимаю, что у вас уже что-то было. Либо вы практически дошли до момента отношений, но потом что-то не случилось. Здесь какой-то мужчина, знаете, вертлявый, а вы женщина прямая, вы девушка прямая. Вы хотите адекватного, нормального, деятельного и активного. Еще вот мне показывают, что вы то ли недавно из отношений вышли, то ли недавно в каком-то мужчине разочаровались. Вот какой-то мужчина, который оказался как не настоящий, как будто бы он какой-то, знаете, вот прям не мужчина, а муляж мужчина. Так, ну что, вы знакомы точно и знакомы давно, судя по этой картинке. Мужчина не идеальный, либо вы его уже знаете со всех сторон. То есть вы, в принципе, понимаете, с кем вы имеете дело. Но, тем не менее, между вами есть притяжение. Притяжение достаточно сильное. То есть, может быть, вы когда-то были очень сильно влюблены в друг друга, да, но вот как-то не получилось. Вроде чувства поприутихли, но как бы никуда не делись, да. Тот мужчина, может быть, куда-то уезжал, выезжал, где-то отсутствовал, может быть, даже с какой-то другой женщиной был. А теперь вот он опять к вам возвращается. Я вам скажу, почему он возвращается. Потому что то, что даете вы, никто другой дать не может. То есть так любить, как вы, так смотреть на него, как вы, слушать его, понимать его. Никто не может. Другая женщина так не может, только вы так можете. А он в этом нуждается. Вот я сейчас скажу страшную вещь, но я ее все равно скажу. Вы для этого мужчины, вы не просто там женщина, не просто подруга, там, любовница. Вы для него как мама. Вы для него как заботливая старшая сестра. То есть вы в себе так много совмещаете, что ни одной другой женщине это не под силу. И еще вы его знаете очень хорошо, вы его прям на ходу читаете, да? Читаете даже его мысли. С одной стороны, это, конечно, страшно, для мужчины не очень комфортно, но с другой стороны, вот вы ему всегда говорите как есть. Вы никогда не будете ему там лицемерить, никогда не будете комплиментить там, где он не заслужил. Вы всегда ему говорите четко по делу и в лоб. За это он, конечно, иногда обижается, но с другой стороны, он-то понимает, что вы не хотите ему зла, вы наоборот хотите ему помочь, либо открыть ему глаза. Смотрите, этот мужчина, у него как очередной всплеск, да, эмоций к вам, он возвращается, поворачивается, да, на своей этой улитке к вам и начинает, значит, свое продвижение. Вы такая, нет, стоп, дружочек, хватит, я не хочу. Я уже там несколько раз в тебе разочаровалась, мы уже несколько раз пробовали, ничем хорошим это не закончилось. Я не хочу. Он такой, почему, дай мне шанс. Мне идет, что он прям за вами будет ходить, бегать, прям уламывать, уговаривать вас, а вы будете отказывать. Вы ему постоянно рукой машете, типа пока, да, уходи. Твоя судьба там, где-то далеко от меня. А он такой, нет. Он уходит, возвращается. То есть буквально он вас преследует, буквально он вам проходу не дает, буквально куда и вы, туда и он.
Вот. А вы прям такая принципиальная, говорите, нет, нет, вот мы можем с тобой дружить, окей, я согласна, но отношений больше с тобой я иметь не хочу. Мне еще идет, что у кого-то из вас, не у всех, а у кого-то из вас отыграется, что вы в нем, ну, как-то жестко разочаровались в прошлом. То есть, ну, как я говорила, да, возможно, были отношения, либо вы пытались построить отношения, но он как-то себя повел, ну, не очень хорошо, и вы в нем разочаровались. И вы такая, ну, не хочу туда обратно, не хочу. А он прям уговаривает. И вы знаете, он может быть убедительным. У него такой вот щенячий взгляд. Он умеет, когда хочет, там, нравится. Вот он вас преследует, жалким каким-то прикидывается. Такой, ну, мне нужна помощь. Я такой одинокий, я без тебя там не кушаю. Смотри, там похудел на 10 килограмм. То есть только ты, да, только с тобой хочу. Ой, ну а вы ни в какую, вы не хотите. С другой стороны, я вижу, что вы ему что-то будете придумывать, вот как, знаете, какие-то испытания, там, испытывать его на прочность, в надежде, что он там скажет, нет, я не хочу, и уйдет. А он такой, нет, я все сделаю, я все буду для тебя делать. Ну, буквально он вас уговаривает, девочки. Кто-то по телефону будет уговаривать, и лично будет уговаривать, и, ну, буквально ходить за вами по пятам. Кстати, привлечет к вам еще других мужчин. То есть другие мужчины, когда видят, что за женщиной ухаживают, они такие, красивая женщина, хорошая, надо и нам типа попробовать. То есть, смотрите, его внимание к вам возрастает, и возрастает внимание других мужчин. Но опять же, это все знакомые мужчины, это не какие-то прям новые появился, там как свет зари. Нет, это знакомые все люди. С какой-то подружкой будете все время про это говорить, и подружка будет вам говорить, ну почему ты не попробуешь, может он действительно поменялся, может быть он стал другим. Кто-то с мамой будет про это говорить, и мама будет говорить, ну типа ты же его уже знаешь, ты знаешь, с кем ты имеешь дело, все равно ведь там нужно замуж выходить, нужно там семью создавать. И мне так кажется, что вот против вас все эти люди как будто бы сговорились, капают вам на мозги, и вы такая, ну ладно, попробую. Но, если честно, тяжело мужчине, конечно, будет вас добиться. Тут мужчина уже прямо на дерево нацелен, настроен, и стрелку вверх показал, и какие-то обещания будет давать, какие-то подарки вам будет дарить. И, кстати, это не просто какие-то там букеты, конфеты, нет. Здесь может быть что-то серьезное, там, дорогое, хорошее кольцо, там, браслет хороший, там, из благородного металла, может, там, кулончик какой-то с цепочкой. Будет дарить серьезные подарки. То есть подарками он будет растапливать ваше сердечко, и буквально подарками он вам транслирует серьезность своих намерений. И вы скажете, он раньше и ромашку не дарил, а теперь, смотрите, какие букеты там таскает, эти драгоценности мне носит. Вот. Как-то вы над ним сжалитесь, смилуетесь. Может быть, и вам, знаете, как скучно, скажете, ну, его, по крайней мере, я знаю, там, конечно, есть куча вопросов, но, тем не менее, там можно там глаза закрыть на какие-то вещи, либо попытаться перевоспитать. Но мужчина будет очень стараться. Почему-то мне еще идет как тема какого-то треугольника. Может, вы расставались из-за того, что какая-то вот женщина была. Не обязательно соперница, может быть, там мама у него такая, знаете, очень ревнивая, либо все девочки плохие, а вот мой мальчик там, что, сыночка-корзиночка самый лучший, да. Может быть, из-за этого он вам тут слово дает, он вам тут показывает, как он с ней границы выстраивает, как он там забором от нее отгораживается, что типа нет, я уже не с ней, я с ней не буду, она на меня никак не повлияет, только ты мне нужна, я только твой. Вот как-то он вас уговорит, я бы даже сказала, уломает. Плюс я еще вижу, что какие-то события ему в этом помогают. Может быть, даже и не события. Может быть, какие-то вот праздники. Там могут вас двоих пригласить куда-то. И вы такая, ну, типа, одной не хочется идти, но пойду с ним. А может, вы с ним идете, потому что не хотите, чтобы другие мужики к вам приставали. А он, типа, ну, такая ширма, да. Я за ширмой спрячусь, ну, типа, я с парнем. Ну, да, будет уговаривать, будет себя все время рекламировать, рассказывать, как он поменялся, как он без вас жить не может, как он все осознал, как он благодарен, там, если вы ему позволите быть рядом, что вы дали ему еще один шанс. И он такой, клянусь, малышка, не подведу, да, все, там, верь мне, верь. Ну, опять же, насколько его хватит, я не могу сказать. Люди, к сожалению, не могут так в один момент поменяться. И то, что наживалось годами, ну, не выходит вот так вот резко, быстро. Даже вот
несмотря на его старания, какие-то моменты будут вас раздражать, либо напрягать. Это будут такие красные флаги, которые просто уже сложно игнорировать. Но вот вы все-таки даете ему шанс, он вас уговаривает. Еще вот с вашей стороны какие-то люди тоже за него топят, говорят, ну давай, ну что ты одна, попробуй, но надо дать ему шанс. И вы знаете, вот вижу тут ваше первое время с ним, первое время это где-то 2-3 месяца, стрелка все-таки идет вверх. То есть, вам нравится, вас это все устраивает. То есть нет какого-то сожаления, и вы такая думаете, о боже, какая же я ненормальная, что же я наделала, зачем я с ним связалась, надо его опять бросать. Нет, этого я не вижу. Наоборот, у вас как-то все так дружно, спокойно, нежно. Заботы очень много от мужчины будет. Он прям проявит себя от и до в плане заботы. Какие-то вопросы ваши на себя возьмет. Какую-то помощь вам оказывает. Кому-то там по дому будет хлопотать, помогать. Кому-то там, не знаю, с деньгами будет помогать. Понимаете, вот прям очень старается. Насколько его хватит, я, к сожалению, не могу сказать. Но в ближайшие 2-3 месяца с ним, вот когда вы согласитесь, с ним опять воссоединиться, либо дать ему еще один шанс, у вас вполне себе очень хорошие отношения идут. Прям хорошие, вы даже в него поверите, а он в себя поверит. Но, возможно, будет что-то, возможно, и нет. Опять же, как вы реагируете? Вы же тоже очень сильно поменялись за это время. Вы уже не такая наивная девушка, вы вот женщина, у вас меч в руках, кого угодно заколите этим мечом, проколите насквозь. Может, он это понимает, может, он действительно одумался и действительно, сравнив вас с другими, это, конечно, некрасиво звучит, но вот пришел к такому выводу, что вы действительно самая лучшая, самая идеальная, что именно с вами ему хорошо, что вы не играете, что вы не строите из себя кого-то. Вы такая, как вы есть. И вы действительно умеете любить. И быть с вами рядом – это большая благость. И мужчина это начинает осознавать и принимать. Что еще вижу? Я вижу, что он вам очень пригодится, потому что за эти 2-3 месяца будет что-то серьезное. В плане что-то нужно будет делать, с кем-то договариваться, какие-то вопросы решать, чего-то добиваться. И этот мужчина, он действительно вам в этом пригодится. Он себя прям не щадит. Он прям с открытой грудью на амбразуру бросается, ради вас, ради ваших интересов. И даже в какой-то момент вы понимаете, что возможно, я бы без него не справилась, либо, возможно, без него бы мне очень тяжело пришлось. Но вот что мне не нравится, что вот эта женщина из его прошлого, не знаю, мама либо соперница, она как будто бы не хочет никуда деваться. Она как будто бы отступила на время, она маску как будто бы надела, маску это равнодушие. Но на самом деле внутри у нее там целый вулкан бурлит. То есть чему прорваться, есть чем опалить. Но палить она будет не вас, а именно его. Вот именно на него она свою лаву будет извергать. Вот если он еще это выдержит, то я думаю, что в принципе и неплохо у вас сложится. А если не выдержит, то, девочки, попытка не пытка, надо будет что-то решать по ходу событий. Вам бы, смотрите, если вы с ним действительно сойдетесь, мужчина из вашего прошлого, вам бы хорошо куда-то вместе уехать, там, где новые люди, новые места, где все по-новому нужно начинать, с чистого листа нужно начинать, где знакомые не будут дергать, либо напоминать, либо еще что-то воздействовать. Вот это как самый идеальный вариант. И еще не соглашайтесь жить с кем-то. Допустим, если он вас приглашает жить к себе, а у него там мама живет, либо он живет с мамой, ни в коем случае это нельзя, это прям табу. Иначе все очень быстро может закончиться. Мужчина старается. Не знаю, мне идет, что он действительно вас любит своей какой-то, ему только лишь доступной, понятной, своеобразной любовью. Но опять же, мы все не идеальны, кто-то вообще любить не умеет. Не то чтобы других, себя люди не умеют любить. У него к вам действительно честные намерения. Он действительно решил, что надо менять свою жизнь, нужно становиться степенным патриархом, может, детей действительно захотел, либо захотел быть в семье, семейных ценностей ему захотелось. Еще какое-то испытание вижу, но это испытание, оно придет чуть позже, оно придет вам на двоих, это испытание.
Не могу сказать, кто и чем будет испытывать, но вы все слишком разные. Но испытание достаточно серьезное, но очень показательное. Вот если вы вдвоем это испытание проходите, то тут, скорее всего, и брак будет, да, вы поженитесь и будете жить вместе. Несмотря на ваше прошлое общее, несмотря на ваши какие-то нерешенные вопросы, претензии друг к другу, то есть все-таки сможете жить вместе, сможете найти вот прям эту золотую середину, да, вот построить нормальные отношения. И если вы это испытание не пройдете, ну, значит, и не ваше. Значит, и не ваше. Но мне вот все равно идет, что вы как-то не расстаетесь. То есть вы по жизни идете либо вместе одной дорогой, либо как параллельными дорогами идете. То есть нет такого, что вот он раз и исчез. Вот вы ему сказали, уходи, он раз ушел и исчез. Нет, такого я не вижу. Все-таки какая-то судьбоносная связка между вами есть. Вот для чего-то вы друг другу все-таки даны. Но вот мне идет, что он будет вас уговаривать и таки уговорит, а мужчину вы точно знаете, у кого-то уже были отношения, у кого-то приближались к отношениям, потом что-то не случилось, не получилось. Но в этот раз я вижу, что прям он серьезно настроен, и он не намерен вас отпускать, он не намерен сдаваться, он понимает, что ему будет очень тяжело завоевать вас, уговорить вас, он ко всему готов. Он такой, а что? Надо, мне ее надо, я без нее не могу. Все он помнит, что было в прошлом, он помнит, что он был неправ, он помнит, что вам нравится, что вам не нравится. Это тоже вас будет подкупать. Но потому что как будто бы лицо прежнее, да, а начинка поменялась. Раньше был с какими-то тараканами, этими пауками мужчинка, а теперь он такой, знаете, цветочками наполнен. И это прям для вас будет такое приятное открытие. Скажете, значит, можешь, когда хочешь. Да, он очень хочет. Он именно хочет вас, он именно хочет с вами. Так, еще хочу вас тоже предупредить по поводу тех разговоров, которые могут до вас долетать. Вот эта женщина, которая маску равнодушия одела, она ведь какую-то подпольную работу будет вести, она ведь будет сплетни распускать. То есть могут дойти слухи, что вот ему выгодно с вами, поэтому он к вам перекинулся. Она может распускать слухи, что, не знаю, кто-то беременный от него. Такое будет говорить. Вы не верьте, пожалуйста, слухи, они на то и слухи, да. Не верьте и не дайте этой женщине вот так вот легко вас победить. То есть либо пан, либо пропал, да. Вот у кого-то идет, что вы, проживя все это вместе, получается 3-6 месяцев, да, вот вы проживете вместе, и вы понимаете, что да, вот можем мы жить друг с другом, у нас все хорошо, по крайней мере, неплохо, нашли общий язык, вы идете по жизни. Либо, вы разбежитесь, но уже восстановления не будет, но как-то параллельно будете идти, все равно друг друга будете по жизни наблюдать. Так что встречайте, как говорится. Но вы его точно знаете. Вот у кого-то даже отыграется, что вы недавно общались с ним. Вот где-то общались, может, в одной компании, может, где-то встретили случайно на улице. Вот у него уже глаз на вас горел. Не знаю, заметили вы или нет, но глаз у него точно на вас горел. И он такой, надо действовать. Надо мне действовать, надо мне ее уговорить. Прям очень сильно нацелен на вас. Очень и очень. И, кстати, вот эти все ваши отказы, когда он приходит, давай, пойдем на свидание, либо он вам присылает цветочки курьером, и вы такая, не буду брать. Вот каждый отказ еще больше его подстегивает активнее ухаживать за вами, активнее вас добиваться. То есть, в принципе, неплохо, да. Чем тяжелее вы ему дадитесь, тем больше он будет вас ценить и больше будет вас оберегать. Тем выше ваша ценность в его глазах, понимаете? Тут тоже можно с этим поиграть, не заигрывайтесь, да, а то, может, и сломаете его. Немножечко так его нагните, прогните, но не ломайте. Потому что мужчина со сломанной психикой, это уже, знаете, брак, да, это уже вообще не то. Ну что, девочки, да, будет добиваться, и да, будет вас любой ценой уговаривать. Давай попробуем, клянусь, не пожалеешь. Будете пробовать. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.